Все мы с вами интеллигентные люди, но за каждым из нас, поверьте, таится маленький грешок. Все мы, возвращаясь домой, любим заглянуть в чужое окошко. Вот и сегодня мы с вами заглянем в одно из таких окон. И вот вчера она от меня ушла. Просто забрала все свои вещи, ничего не сказала и ушла. А знаете, что самое обидное? Нет, это не когда ты в ванной намылился, у тебя звонит телефон. Нет. Обидно это то, что она ушла и оставила только фотоальбом. Вы никогда в него не заглядывали, она сама его собирала, сама вклеила туда фотографии, показывала подругам, а вы даже ни разу не заглянули туда. И вот только тогда, когда она ушла, вы находите его и весь вечер проведете с ним. А ведь все так хорошо начиналось. Да ты надоел меня все время сюда приводить. Вы понимаете? Замолчи, это я тебя привел? Мне Это стирать не в чем. Ты мне стиральную машинку обещал. Я тебе купил машинку, пожалуйста, стирай. Как можно в «Жигулях» А стирать? я не знаю, это уже твои проблемы, твои трудности. Да замолчите вы оба! Людмила, согласно любви, дать законные мужья Николая. И все сразу закрутилось, завертелось. Мы постоянно были вместе. Мы абсолютно все делали вместе. Я с другом смотрел футбол, она с подругами ходила по салонам. А ведь я помню тот осенний пасмурный день, когда я впервые встретил ее. Какая девушка! Сейчас подойду к ней, скажу: привет, меня зовут Николай. А давай сходим погулять в парк, мы можем любоваться. Нет! Так, я сказал нет? Он не понял. Так, успокойся, просто успокойся. Переволновался, бывает. Так, подойду, приглашу ее в кино. Приглашу в кино, а потом скажу: мы можем гулять в парке, любоваться звездами. Я буду пойдем носить в кино? Нет! Да что ж я за день такой? Что ж я вечно творю? Так, просто успокойся и скажи «да». В любом случае, Я просто что, скажи «да». некрасивая, что ли? Да! Ну кто может похвастаться более романтичным знакомством? Казалось, что я больше никогда не увижу ее. Но убегая, она совершенно случайно обронила свой мобильный телефон. Я позвонил, и мы договорились о встрече. Так. Так, все готово? Все готово? Так. Это она! Это она! Так. Петрович? Привет, сосед! Сосед, слушай, короче, я тут так... Сколько у тебя еды, наверное, ждешь кого-то. Сейчас не самый ну пойми, просто она мне такая Петрович, говорит, я тебя прошу, я не Петрович, понимаю, что говорю, вот, и получается, она такая говорит, что быть-то не может это, а как это быть не может? А оно что-то слышно, говорит, и вот такая вот так. Петрович, я одного понять не могу. Я живу на первом этаже, ты живешь на 9 этаже. Почему ты пришел сегодня именно ко мне? Какие странные люди живут в нашем доме. Именно этот вопрос я слышу за сегодня уже 8-й раз. Ну что ж, я понял, тебя уже не выгнать. Хорошо, раз зашел, может быть, какой-нибудь совет полезный дашь? В оливье побольше майонеза. Нет, Петрович, я имел в виду в отношении девушек. Ну, сосед, твой шикарный стол откроет путь к сердцу любой девушки. Да, стол хороший, дубовый. Помогите! Помогите! Сосед, я вспомнил, что забыл выбить ковры. Сосед, сейчас я пойду ковры выберу. Я бегу помочь! Петрович всегда в своем репертуаре. Так, надо оливье загладить, чтобы не было видно, что кто-то ел.
Да что ж он там забыл? Я ему сейчас все скажу. Петрович! Петровна? Ой, как много еды, вы, наверное, кого-то ждете. Я поем. Подождите, давайте, может быть, сначала познакомимся, а потом уже вы... Сначала я поем, а потом познакомимся. Я не понимаю, что значит сначала вы поедите... Ладно. Людмила. Коля. Ой, такое сложное имя, я не запомню. Послушайте, Марина, Наташа, Борис. Да, Борис. Послушайте, Борис. Что? Не Борис. Какой он Борис? Послушай, Сальчик. Вы что, забыли мое имя? Я Людмила, понял ты? Леночек. Людмила, да, что мы все обо мне, да обо мне. Скажите что-нибудь о себе. О себе? Ну, в детстве меня дразнили названием газеты, да. Рукодельница. Толстушка. Ой, знаете, такой момент подходящий, у меня музычка с собой романтическая есть, я включу. Отлично. Какая вы клевая герлай, как плавно двигаетесь. Скажите, а у вас нет ничего потяжелее? Должно быть, знаете. Давайте. Я сейчас перемотаю. Кстати, в детстве я очень любила играть в прятки. Да что вы говорите? Прятки? Прятки. Я бегала по лесу и кричала: «Коля! Коля!» А потом все деревни бегали по лесу и кричали: «Коля! Коля!» А он дома сидел. Вот так. Какая жуткая история, вы прям рассказываете такое. Людмила, если вы будете со мной, вы будете ездить на дорогих автомобилях, жить в шикарном доме, кататься на богатых яхтах, ходить на светские вечеринки. Скажите, Людмила, согласны ли вы стать моим поручителем в банке? Вы такой смешной, как мои студенты. Но все равно я решила, вы такой замечательный. И живете в такой шикарной квартире в центре Минска. Николай, я решила, я буду у вас жить. Я буду вам гладить. Гладить. Я сделаю вам ремонт. Никак, вам пора сделать ремонт. Я ведь всю жизнь вас искала: «Коля, Коля!» Вы утюгом скатерть Ой, спросили? я буду зашивать вам скатерть. Я еще вот так умею. Я полезная. Ну что? В ту секунду во мне боролось сразу два чувства. Чувство огромной любви и инстинкт самосохранения. Но я согласился, и мы стали жить вместе. А вчера она ушла. И я не знал, что делать, я переживал. Я не спал всю ночь, я учил сценарий. Я выучил даже ремарки, сказал Николай и задумался. Я хотел только одного, чтобы она вернулась. А я хотела, чтобы она никуда не уходила. Кто она? Она! Наша студенческая жизнь!